Сегодня, ребята, 3 июня, 3 часа 8 минут сейчас данное время. Подъезжаю к речке. Речка у нас еще большая. Шпалы у мостов немножко так видны, а воды еще море, вон, как мы видим. Сейчас я на УАЗике начал перевозить вещи. Один рейс сделаю, ну не так много вещей. О, какая большая вода еще. И сегодня мы будем подниматься на вторую избушку. Солнце светит, на улице минус 1 местами. У нас было 0 градусов. Сейчас я остановлюсь в своей старенькой будке, возьму там еще несколько вещей. Там надо обрешетку под лодку, под вещи, которые я оставляю, надо взять. Еще надо тент взять, тент и весло. Это я все буду брать. Что я всегда оставляю в будке. Ну да, вода стоит. Или чуть-чуть с вчерашнего дня. Так, немножко так прибыло. Я думаю, так уровень стоит. Сейчас поглядим, посмотрим. Ну вот и наша будка. Сейчас я здесь еще быстренько загружусь и поедем к лодке. Вон она там. Ну да, уровень стоит, как и вчера было. Вчера приходили лодку смотреть. Я снимать уже ничего не стал. По-быстрому посмотрел. Машина там стоит. Но на вихре поехали. Здесь вихрь. И казанка там стояла. Водитель машину остановил. Сами, видимо, поехали. Ну вот. На машине намного быстрее, чем на руках таскать вещи. Ну, не так много, но рейсов 5 придется, если пешком там с дома таскать. Наша лодка плавает. Уровень стоит, как и говорил. Ясное, солнечное, ясное утро. Думаю, целый день сегодня такой будет. У нас в запасе сколько? 3 дня. 2 ночи и 3 дня. За эти 3 дня мы должны многое успеть. Возле избушки там много чего надо сделать. Вглубь тайги заходить я не знаю, может и не будем, потому что все птицы на гнездах сейчас. Ну, весь процесс моего похода, если съемка получится, вы увидите. Так что оставайтесь на канале. Оставайтесь на канале. Надеюсь, будет интересно. Воды много. Сейчас передо мной тоже так же ездили охотники. Говорили, что заторов не так много. Уже поднимается северный ветер. Ну вот солнечно, но ветер холодный. Ветер холодный. Вот так. Будем надеяться, что погода не подведет. Так-то РП5 обещает, что послезавтра уже начнутся опять дожди. После заморозка, конечно, также дожди у нас. Это в летние, осенние дни, это 100%. Если заморозки были, на следующий день уже начнется там дожди. Вот так. Настроение пока вообще отличное. Будем подниматься. Сейчас я быстренько разгружусь все, выгружу на лодку и схожу еще, переоденусь, машину оставлю, возьму собак. Сегодня у Тулона будет первый поход в тайгу. Не знаю, как будет себя вести на лодке, когда мотор будет работать.
Айда уже привыкла ко всему этому, а Тулана надо еще ко всему научить. К шуму там, к шуму мотора, и от лодки, может, немножко будет бояться еще. Осенью придется также приучать к выстрелу там, от шума оружия. Некоторые собаки там выстрелишь, и они убегают в тайгу, боятся выстрелов. Надо постепенно ко всему приучать. Вот так. Наша задача сейчас в первую очередь, чтобы она привыкла к шуму мотора и к лодке. Посмотрим. Все это увидите, ребята. Я буду все снимать. Все, буду загружаться и поедем. С первой минуты начался геморрой. В прошлом видео заправлялся, болтал про эту грушу. А груша-то, оказывается, гнилая была. Я вообще забыл. Пока про фильтр там базарил. Но груша-то хана, вон. Вообще гнилой. Год не выдержал. Или два сезона, может. Ай, бля, придется на шланг еще с дома взять. Или с воронки там, чтобы заливать верхний бак. Неудобный процесс, но у меня груши с собой нету. Вот так вот, вот такая картина. Ничего, прорвемся. На буране завалилась вот такая груша. Вот такая груша. Буду менять. Не знаю, будет работать или нет. На других вариантов у меня нету. Посмотрим, на что годен это. На что годна эта груша. В принципе, трещин никаких не вижу. Хотел вот посмотреть нормально здесь еще. Ой, блин, когда там болтал, снимал, все, я забыл. В общем, меняем эту грушу. Все в сборе, короче. Тулан тащит меня. Отпустить боюсь. Убежит, может, еще не подойдет. А так уже верняк сразу прицеплю там к лодке. На лодку. И посажу на лодку и быстренько грушу поменяем. Еще вот такая бутылку 3-литровую взял. Если что, чтобы на разлив бензин залить и, ну, верхний бак, чтобы заливать при езде там. Если вдруг не получится с грушей, не будет, если работать груша. Айда уже там исследовала все. Смотрела, она уже понимает, что будет свобода, беготня целый день. Улан тоже вот хочет бежать, но пока так. Ну все, ребят, я поменяю грушу и поедем. Да. Загрузились, ну не так много вещей, но все равно. Хорошо, что вода большая. Вот так, на лодке. И тебя сейчас посадим тоже. Смотрим, как будешь себя вести. А? План. Вот так. Так. Все поменял. В общем, новая груша. Этот хлам еще не выкинул. Может, туда там шарики пригодятся. Хомутики. Вроде как бензин идет. Ну, по ходу посмотрим, что и как будет работать. Воду берет, маслоуровень норма, все в норме. Значит, собака, ну, айда у меня свободно ходит, а туланчика привязал так, жестко привязал, чтобы на ходу не смог выпрыгнуть с лодки. Неудобно, конечно, первое время будет ему, но ничего, привыкнет. Привыкнет, ляжет, будет отдыхать. Сейчас поедем. Ага, немножко лает. Но ничего. Сейчас попробуем здесь напрямик. Остров уже не стало объезжать. Вода большая, здесь на дорога еще
не мелкая, в общем, река. Ну да, все, приехали. У многих еще ветерки такие. Первое время будет дергаться, но привыкнет. Много груза, но все равно как-то не так быстро едет мотор. Suzuki 6. Началось. Началось. Всю дорогу может так будет стоять. Была? Ну. У меня вокруг, как всегда, свое место знает. Ну да. Ладно, едем, в общем, ребят. Ребята, первая остановка. Доехали до первой избы. Туланчик проснулся. Нет, да. Решил полежать там. Все время лежал он. Свалилась такая елка. Или пихта там. Опа. Все. Выгружаемся сейчас. Отдохнем. Сейчас отпущу. Тебя тоже отпущу. Подожди. Ладно. Все, иди. Давай. Отпущу, пускай погуляют. Мы тоже отдохнем, да. Пошли гулять. Смотрим первую избу. Как свалилась. И летом здесь рыбачить такое место будет. Такой тенек будет, и рыба под этой пихтой будет стоять. Ну что тут? Опа. Изба на месте. Амбар на месте. Такая лужа вон. Так. Причалили.
Лодка на месте, все на месте. Ой, блин. Так, ну что тут? Поплавок висит. Поплавок висит. Мыши изгрызли вон, попробовали. На вкус. Пускай висит пока тут. С января, ребят, меня тут не было. В январе последний раз я здесь был, на этой избе. О, резвятся. Резвятся собаки. Пусть гоняют. Ну, в принципе, все нормально. Это здесь ребята ночевали. У меня спрашивали, говорят, можно, нет, в избушке переночевать. И, наверное, они чучела мои резиновые хотел тоже на буране спустить. На весеннюю охоту так и оставил. И все еще тут они. Растительное масло уже столетнее. Ну, в принципе, все нормально, все чисто. Чисто порядок. Чисто порядок. Здесь тоже откроем, чтобы проветривало все. Окурки вон курили пацаны. Ничего, без изменения, все в порядке, в принципе, все. Ничего такого я не вижу, чтобы к чему-то придраться. Все убрано, пол, все убрано, и дровишки, как всегда, на одну затопку здесь вон оставили. Ну, это в наших правилах. У нас в районе так принято, вот именно в нашем селе. На любой избушке переночевал, на одну ночь ты должен оставить дрова. А соседнее село Богородск, там я слышал, вроде как, ну, здесь чуть-чуть надо прибраться. А в Богородске уже лантик скакал, молодец, гуляй. И Богородске там уже слышал. Я там не был в их избушках, но у них как-то говорят, что не оставляют, ну, не заготавливают дрова. В каждой избушке дров нету. Вот такие пироги. Айда. Тулан тоже через кусты. Клещами пугают там, блин. И тоже уже думаешь, смотрите, какие капканы еще у меня были. Уж доска сгнила, но все равно держится еще. Сюда не поставлю, чтобы не забыть. И другой раз я этот капкан вытащу. Ну, это белок этими капканами раньше как-то ловили. Вот так прижимает. Здесь приманка. На-ка, туда, пошли. Еще в мусорке будешь копаться. Вот так вот. Да. Надо, конечно, прибраться тоже. Ой. Каждый год вот. Это сухая сосна, блин. И от него уже эти ветки вот уже ломаются и падают. Ветром ломает. Они сухие. Сухие ветки. Трос. Ну, этот трос, наверное, уже негодный, скажем. Уже пусть гниет там. Сейчас посмотрим, от чего это. Это течением промыло тут. Течением промыло. И вот пихтач не выдержал. Или елка. И все-таки пихта, наверное, как бы я думаю. Да, пихта. И вот так свалилось все. Вот такие пироги. Такие корни не выдержали. И очередь вот
уже через лет 5, наверное, эта елка тоже так же свалится. Уже там тоже промоют все. Не выдерживают так деревья. Каждый год. Каждым годом все течением бьет там и берег уходит, промывает. Вот здесь такой бардак тоже, блин. Как и в прошлом году уже снимал, говорил, что... Ну, вон, смотрите. Это годовалые сосны. Туланги. Духнется в воду. Ели. Я же говорил. Любит лежать в воде. Тула! Вон он. Ага. Ты где, а? Такие сосны, ребят. Сосны. Обычно утки любят тут сидеть. Так, еще. Доска течением, наверное, унесло. Я на этой доске обычно рыб чищу. И вон, смотрите, следы вот изгрызли все это мыши. Это следы мышиные. Вот за всю зиму вот так они все это траву они, наверное, изгрызли и ходили тут вон, ели как. Кормились вообще. Ну да, течением река там тоже все унесла. Вода замерзла вон ночью, вон как лед такой. Заморозки, значит, заморозки -2 точно было, -2 или 3. Вот смотрите, тут это всю зиму они тут зимовали, пировали, изгрызли вот, как сказать, траву, корень травы. Сколько они ели, кормились. Вот так. Вот такие пироги, ребят. Некоторые подписчики больше меня ждали этого похода, когда на избу поднимемся. Ну, вот так получилось, что всю зиму мы не ходили. И сейчас пришло время съездить. Ну, уже начали, поднимемся до второй избы. Поднимемся. Каждый год вот так вода. Ну, в прошлом году меньше, конечно, воды было. А в этом году, я думаю, даже в избушку вода заходила. Максимально у нас уровень где-то вот до сюда она заходила вода. Все вот это затапливало, скажем. Выходила из берегов вода, все затапливала кругом и в избушку заходила. А когда избушка у нас была старая, вон где вот пихта маленькая, за пихтой там, и там изба была, вот эта маленькая изба в том месте, и там уже уровень как бы ниже, и вода заходила в избу, вот, надеюсь, видно, вот полоса такая, вот полоса. И вот где-то вот до сюда заходила в избушку. Избушка, половина избы была в воде. Вот. Ну, сейчас я еще граблями тут поработаю, я уборку еще небольшую сделаю. Тулан сразу не испугался, он побежал на шум. Очень даже хорошо. Заинтересовался, что за шум, что упало. Пищит, нюхтит. Все отлично, ребят. Вот так. Здесь тоже все уже искосилось. Но это, наверное, от снега, как я понял.
Ну, это как столик небольшой. Столик небольшой, ну, для опять купается. Скажем, посидеть там, смотреть на речку, чай попить и все дела. Сейчас минут 10 еще тут перекурим, пусть собаки побегают. Я с граблями почищу, тут территорию уберу, потому что уже следующий приезд, не знаю, когда будет на эту избушку, и уже выйдет трава, свежая трава выйдет, там очищать там надо, убирать. Ветер гудит сегодня, ребята, северный ветер. Да, севера. Так, север у нас где получается? Он где-то там. Там восход. Север, да, северный ветер. Северо-западный даже немножко. Северо-западный. И уже тучи также надвигаются. Обещали после обеда где-то в 3 часа, наверное, даже дождик небольшой будет. А хорошо вам, хорошо, ой, хорошо вам. Чего я боюсь, это сосны, чтобы главное на амбар не свалилось. Надо свалить, но в одиночку как-то еще пока не решился. Но надо бы, конечно, свалить. Обязательно. Уже гниет там, блин. И основная ветка, она смотрит на амбар. И может эти ветки еще без веток может потащить дерево вот в сторону веток, в общем. И вот ветки обычно они идут, свалятся под тяжестью веток в том направлении, куда смотрят ветки, в общем. Надеюсь, поняли, что-то я сказал, объяснил. Вот так. Тулан! А, там. Опять потерял. Ах, хорошо вам, ай, хорошо. Вот так. Ну, ладно, занимаюсь уборкой территории пока. Основное, ребята, я убрал. Отсюда все граблями. Ну, самые крупные ветки там. Все собрал, там еще граблями немножко. Ну, как его сгребли, как там, блин. Самое главное, чтобы сейчас уже будем подниматься выше, на вторую избушку. Дорога еще дальняя. Много чего нас еще ожидает. Может, еще заторы или... Я не знаю, что там впереди нас ждет. Не будем терять время, будем подниматься. А на эту избушку уже приедем в следующий раз на машине. На рыбалку. Сейчас нам надо подняться по речке. Самое главное, чтобы сейчас Тулан сел на лодку. Самое главное. Не знаю, как получится его посадить. Не будем загадывать. Давай, все. Лакса. Вам сумма найдется. Давай, лакса. Давай, лакса. Ага, поймал. Все, посадил. Все, ребята, поедем дальше. Ай, куда-то пошел. Там соседи, наверное, тоже с собаками. Ну да, пониже избушка там, и тоже собака там, видимо. Ладно, сейчас я посажу на цепь его и поедем дальше. Все в сборе. Это вообще грязная, блин. Ай. Плыли дальше. Ох, как завалило тут.
повыше, конечно, получила. Но тенек сделает, рыба тут будет стоять. Это 100%. Все, приехали, пошли. На лодке ходят, говорят, опа, вон там избушка, там кто-то есть. Когда поднимались, там никого не было, но мы спали еще. Собака, видимо, проснулась, лает что-то там. Да, пускай лает. Вот так завалило. И каждый год, из года в год, деревья вот так уходят на речку и уплывают. Гниют, уплывают. Если на самую воду падает, это для рыбалки место хорошее, конечно. Там папушков ловить, еще какую рыбу. Ладно, поехали.